Алтын Капаловой в Государственной регистрационной службе 30 декабря выдали свидетельство о рождении детей, где вместо отчества указали матчество. Это ее выбор, именно так захотела мать-одиночка. Пожалуйста, хватит. Ты должен соблюдать правила международных соглашений о гендерном равенстве и о борьбе со всеми видами дискриминации в отношении женщин. Ты должен вписать в закон, что мамы имеют такие же права, как и отцы, что дети могут носить двойные, тройные фамилии или имя и фамилию мамы, вместо того, чтобы подавать на меня в суд. Я не нарушила закон. Я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию. В Государственной регистрационной службе отметили, что это первый такой случай. Согласно закону, ребенку не выдается свидетельство о рождении на имя матери. Ребенка можно назвать в честь его биологического отца или приемного отца, деда или прадедушки. Процесс лишения отцовства также не позволяет давать ребенку фамилию матери. Согласно 64 статье Семейного кодекса, в случае лишения родительских прав при изменении фамилии, имени, отчества ребенку согласие от родителя, который лишен родительских прав, не требуется. В связи с чем данная гражданка пишет заявление о перемене фамилии, имени, отчества, и причину заявления указать детям нейтральное отчество. Как вы знаете, ее имя Алтын, но Алтын может быть еще и мужское имя. Поэтому сотрудник, приняв заявление, это заявление приняла и исполнила. Также работник, выдавший документ детям Алтын Капаловой из-за того, что совершил ошибку, будет привлечен к ответственности. По данным ГРС, ранее ни один ребенок не получал такой документ. Эта история привлекла внимание многих граждан. Люди поделились на два лагеря. Кто-то поддерживает, а кто-то осуждает. Одним из таких является и общественный деятель Кадыр Кошалиев. Он считает постыдным то, что в стране, где чтят традиции и обычаи, возникает такая вот проблема. Общественный деятель отметил, что кыргызы всегда уделяли особое внимание своей родословной и призвал не допускать больше такого. Никто никогда, даже хан, не нарушал традиции и обычаи. По таким правилам жил народ. На сегодня возникло очень много сбивающих с толку проблем. Непонятно, кто отец ребенка. Есть проблема идентификации ребенка, вопрос об отцовстве, рождение ребенка без отца, и даже не хочу об этом говорить, чтобы не прозвучало грубо. Но если родился ребенок, то пишут мать и отца. Бибусара Рыскулова, руководитель кризисного центра СИЗИМ, видит в данной проблеме отражение текущего положения дел в семьях Кыргызстана. Так как почти в 80% случаев развода дети остаются с матерями, так как отцы в основном избегают ответственности детей. Поэтому она призывает всех тщательно изучить этот случай и обратить внимание на данную проблему. Алтын сделала прецедент, захотела привлечь к себе внимание. Вот к институту семьи, к судьбе детей, к своей судьбе. Вот 3 ребенка, воспитывает без отца. Почему нельзя дать детям имя матери? Значит, подумать надо. Вот все набросились. Алтын, ты делаешь неправильно. Раньше не обращали на такое внимание, пока она сама не сказала. Значит, можно называть Иванов, Петров и так далее. А Алтын нет. Если бы она не привлекла внимание, никто бы и не подал бы в суд, наверное. В разных странах свои обычаи и традиции. В большинстве стран дети берут фамилию и имя отца. Но есть и такие страны, где у людей особый подход. Например, представители испаноговорящих народов, как правило, имеют по 2 фамилии. Первую они получают от отца, вторую от матери. У португальцев и бразильцев может быть и 4 фамилии, что у испаноговорящих встречается гораздо реже. В Исландии нет фамилий в привычном смысле слова. Их тут заменяют отчество или, иначе говоря, патронимы. Некоторые исландцы используют матроним матчество. Айджан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.